Одним из вопросов повестки дня Сухумского городского собрания стал вопрос о передаче имущества СУЭС в республиканскую собственность. С таким предложением выступил глава столичной администрации Тимур Агрба. Речь идет о значительном объеме инфраструктуры за исключением 2 спортивных залов, которые решили оставить в муниципальной собственности, чтобы дети могли и дальше заниматься спортом. Во исполнение поручения президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гумпа в соответствии с законом об электроэнергетике Министерство энергетики Республики Абхазия обратилось в администрацию города Сухум с просьбой начать процесс перевода объекта электроэнергетики, находящегося в муниципальной собственности города Сухум, в республиканскую собственность с последующей передачей в ведение единого оператора. Мы провели весь процесс ликвидации в соответствии с действующим законодательством и гражданским кодексом, провели все необходимые меры. Мы с членами нашей комиссии были сотрудники администрации города Сухум, плюс сотрудники нашего, соответственно, СУЭСа. Следующим вопросом депутаты утвердили нормы расчета стоянок автомобилей при выделении земельных участков под строительство и реконструкцию объектов. Решение принято в целях повышения безопасности и комфорта граждан. Теперь при строительстве многоквартирных домов, коммерческо-деловых центров, объектов торговли необходимо будет рассчитывать нормы парковки, а также парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы все видим, как наш город развивается, ведется новое строительство, появляются новые жилые дома, коммерческие объекты, общественные пространства. Сухум растет, развивается и становится современнее. Однако вместе с этим мы сталкиваемся с новыми вызовами. Одно из них, наиболее заметное, это нехватка парковочных мест. Именно поэтому администрация города Сухум подготовлен проект, в котором определены нормы расчета стоянок автомобилей для новых объектов строительства и реконструкции существующих зданий. Депутаты Сухумского городского собрания высказали несогласие с передачей полномочий по регулированию цен на жилищно-коммунальные услуги Кабинету министров. Напомним, соответствующие поправки к закону были приняты Народным собранием в первом чтении. Передача полномочий по установлению тарифов в Кабинет министров Абхазии без одновременного решения вопроса финансовой ответственности несет такой опасный перекос. И решение о тарифах будет приниматься на республиканском уровне, а все последствия финансовые, социальные, инфраструктурные останутся в городе. И если тарифы окажутся экономически недостаточными, муниципальные предприятия начнут накапливать убытки. А если тарифы будут завышены, то это все ляжет на наших с вами граждан. Местные депутаты учитывают платежеспособность населения своего города или села. Проблема должна, я считаю, решаться на том уровне, на котором возникают вопросы. И тариф должен утверждаться именно местной властью. Мы таким решением рискуем получить необоснованное увеличение роста тарифа. Мы сегодня, органы местного самоуправления, оставляя тарифы, они принимают решения, где изыскивать деньги, чтобы датировать те или иные предприятия, муниципальные учреждения, администрации городов и районов. Я хочу сказать, что мы на постоянной связи с остальными органами местного самоуправления других районов и городов Республики Абхазия, и большинство из них имеют такую же позицию, как и мы, солидарны в этом вопросе. Депутаты Сухумского городского собрания утвердили отчет о деятельности управления финансов администрации столицы и итоги исполнения бюджета за прошедший период. С основным докладом выступил начальник управления Алхас Лагвилава. Он подчеркнул, что средства бюджета и целевые дотации были распределены на улучшение городской среды и ремонт социальных объектов. Все основные финансовые обязательства были выполнены в полном объеме. Дамей Акашпа, Заур Лиев, Абхазское телевидение.